Продолжаем обсуждать актуальные темы с нашими гостями. И сейчас на связи со студией проекта Freedom Ахмед Закаев, председатель Кабинета министров Республики Ичкерия в изгнании. Здравствуйте. 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 Итак, главная новость, которую хотелось бы с вами обсудить, это открытие в Украине консульства Ичкерии. Насколько это важное событие? Кто стал консулом и какие первоочередные задачи? Действительно, это очень важное событие. В любом случае, это очень важное событие для наших стран. И для Украины, сегодня находящейся под российской агрессией, и для Чеченской республики Ичкерия, которая находится под российской оккупацией. И в этой ситуации то, что нам удалось сегодня наладить вот на таком уровне отношения между воюющей Украиной и продолжающей сопротивление Чеченской республики, я считаю, это очень важное и значимое событие. И, конечно, в первую очередь Юрий Шулипа, это гражданин Украины, человек, который очень хорошо просвещен все работы, связанные и с Чеченской республикой Ичкерия, с событиями истории Чеченской республики. Он историк. Точно так же он является знатоком истории Украины и патриотом Украины. И у нас разработанное положение о почетных консулах как раз-таки всегда и подчеркивалось, что почетными консулами в странах пребывания, так как у нас не установлены дипломатические отношения с многими странами, практически ни с кем они у нас не установлены, почетными консулами назначаются граждане той страны, в которой мы начинаем работать. И вот в этом случае точно так же мы поступили. Мы долго выбирали, долго обсуждали кандидатов на эту должность. Но не все, как один, члены Государственного комитета деоккупации остановились на этом выборе. Потому что Юрий Шулипа известен и своими книгами, и своим отношением к тому, что происходит сегодня в Украине. Это человек, который первый поднял вопросы, связанные о том, что нахождение России в Совете Безопасности ООН как постоянным членом Совета Безопасности, что это нелегитимно, он практически это доказал. И поэтому я думаю, что в работе с Украиной Юрий Шулипа, у него будет реальная возможность сблизить позиции наших государств, наших официальных структур. Мы и не ставим вопрос сегодня об признании нашей независимости или установлении дипломатических отношений. Но что мы должны взаимодействовать для отражения российской агрессии в Украине и в последующем для деоккупации Чеченской республики Ичкерия, вот это самое главное. И в этом у нас есть полное взаимопонимание. Еще одно важное событие. В Киеве появилась улица Ичкерийская. Насколько это важно и символично? Это настолько важно, дорогие мои, настолько символично, что вы просто не представляете, какая эйфория у чеченцев, которые более 30 лет боролись за свою свободу. Это вот в современном этапе. А чеченцы за свою свободу борются уже более 400 лет. И в этом случае то, что сегодня улица переименована в Ичкерийская, это залог того, что чеченцы не отказались от своей свободы. Это залог того, что украинцы сегодня наконец-то понимают, что такое для любого народа свобода и независимость. И я думаю, что именно если это было решением Рады или, я не знаю, мэрии, кто бы это решение не принимал, или президент Украины, что это очень здорово, и мы очень признательны и благодарны тем, кто принимал участие в этом. Это есть, и это говорит о том, что Чечня будет деоккупирована. И между нашими народами и между нашими странами будут установлены самые теплые отношения. Недавно вы побывали в Италии, встречались с депутатами парламента и заместителем министра иностранных дел. Насколько я знаю, вы говорили об иске Ичкерии к России за совершенные Кремлем военные преступления. Где он рассматривается? Расскажите об этом процессе подробнее, пожалуйста. Знаете, я вам должен сказать, что я говорил не только об иске Чеченской республики Ичкерия, который мы подали в Гаагский международный трибунал. Мы говорили, и я лично начинал этот разговор, о том, что должен быть учрежден международный трибунал по Украине, и виновные за те события, за те убийства и преступления, которые совершает Украина, должны быть призваны к ответу. Мы этот разговор вели и с замминистром иностранных дел Италии, и мы этот же разговор вели и
на конференции, посвященной, знаете, как конференция называлась? И главным спикером на этой конференции был ваш покорный слуга. Конференция называлась «20 лет военных преступлений Путина от Чечни до Украины». И вот как раз это совпало с 20-летием Римского статута по криминальным делам. И вот как раз все эти вопросы мы обсуждали и на уровне министра, замминистра иностранных дел, и на уровне депутатов, которые собрались на конференцию. Кадыров недавно показывал шевроны бойцов батальона имени шейха Мансура, мол, это трофеи кадыровцев. Но бойцы батальона сегодня объяснили, что это очередная ложь. Его боевики нашли в разрушенном Мариуполе брошенное за ненадобностью изношенное обмундирование и выдали его вот за трофеи. Да? А сколько сейчас чеченцев защищает Украину? Какие у них настроения? Каков боевой дух? Боевой дух на высшем уровне. Воюют и за Украину очень достаточное количество. Я просто не имею права сегодня оглашать какую-то цифру. Вы, я думаю, это можете спросить у украинских военных, с кем воюют чеченцы. Но я относительно того, что шевроны, которые нашли, и Кадыров как бы очень торжествовал по этому поводу. Я уверяю вас, и если нас слышат сегодня, и этот моральный урод, который поставил Путин, они скоро увидят шевроны вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. И они увидят не только в Украине, но и в самой Чечне. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Поэтому у нас сегодня достаточно сил и средств, которые находятся на территории Украины. И у нас есть реальная возможность, исходя из опыта других стран, восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия на территории Украины. То есть те подразделения, которые сегодня находятся в Украине, они будут сведены в один объединенный сводный отряд в составе иностранного легиона, но они будут находиться на прямом как бы не подчинении, а будут стоять на основах законодательства Чеченской Республики Ичкерия, при этом соблюдая все законы Украины, где они и находятся. И вот обо всех этих вопросах мы и обсуждали и с военными, с украинскими, и с нашей стороны продолжаются консультации в этом работе. Я уверен в том, что у нас будет реальная возможность. Я слышал несколько дней назад, что сдали несколько городов. Вы должны помнить, и те, кто сегодня оккупирует украинские города, тоже должны помнить. Естественно, украинские военные силы, они не нуждаются ни в чьей помощи. Но я вас уверяю, наш опыт деоккупации и освобождения городов, ранее оккупированных, он будет востребован в Украине. И мы будем принимать участие в деоккупации этих городов. Я уверяю вас в этом. Спасибо вам большое за вашу силу духа, за вашу помощь Украине. Всегда ждем вас в нашем эфире. Напомню зрителям, мы беседовали с Ахметом Закаевым, председателем Кабинета министров Республики Ичкерия в изгнании.